Чем занимаются те, кто призывает людей под знамена запрещенной в Казахстане террористической организации, известной как Даиш? В марте 2015 года был опубликован доклад ООН, основанный на исследованиях, проводившихся экспертами ООН в Ираке в период между июнем 2014 года и февралем 2015. По словам руководителя исследовательской группы, группировка Даиш не пощадила ни одну общину в Ираке. Насилию подверглись изиды, христиане, туркмены, сабии, мандеи, курды, шииты и представители других общин, в том числе и сунниты. По сути, мы видим, как в Ираке разрушается богатое этническое и религиозное разнообразие. Наибольшим репрессиям со стороны Даиш подверглись езиды. Согласно докладу, действия, совершаемые Даиш в отношении них, направлены на то, чтобы уничтожить езидов как группу и могут быть классифицированы как геноцид. В докладе отмечается, что боевики Даиш совершают на территории Ирака следующие преступления: массовые казни, этнические чистки, использование несовершеннолетних в боевых действиях, принудительное обращение в ислам. Также боевики Даиш склоняют девочек и женщин-иноверцев к занятию проституцией, разрушают исторические памятники и религиозные святыни, совершают нападения на объекты инфраструктуры. По мнению авторов доклада, действия Даиш могут быть классифицированы как геноцид, военные преступления и преступления против человечества. В Даиш официально возрождено рабство, открыто действуют невольничьи рынки. При этом идеологи Даиш все эти преступления прикрывают священным Кораном, ссылаясь на него, пытаясь оправдать свои действия и, более того, призывая мусульман вливаться в их ряды, что также преступно, поскольку преступно склонять человека к преступлению. Мы решили показать, что истинные цели Даиш глубоко порочны и не соответствуют религии Аллаха. В исламе категорически запрещено убивать невинных людей. Это запрещено Кораном, это запрещено священной сунной пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Во многих аятах Корана Всевышний Аллах говорит: «Ваман каталя нафсан бигайри нафсин ау фасадин фил ард, факааннама каталя наса джамиа». Воистину, тот, кто убил человека одного без права на то, или ради распространения нечестия на земле, тот подобен тому, кто убил все человечество, говорится в одном аяте. В другом аяте говорится: «Ваман каталя му'минан мутааммидан фаджазауху джаханнама халидан фиха, ва гадиба Аллаху алейхи ва ла'анаху ва а'адда лаху азабан алима, ва а'адда лаху азабан азима». Кто убьет сознательно, преднамеренно верующего человека, то его наказание будет вечный ад. И Всевышний проклянет его и приготовит для него большие мучения. Исламское государство Ирака, Леванта или Даиш, оно не возникло из пустоты, из вакуума. По сути, мне кажется, это третий этап эволюции международного террористического интернационала с начала 2000-х годов. И первый этап — это было движение «Талибан» на территории Афганистана. Первая организация радикального толка, которая пыталась создать исламистское государство в рамках отдельного государственного образования на территории Афганистана. Потом там же, в Афганистане, появился второй этап эволюционный в международном террористическом интернационале — это Аль-Каида. Кстати, первая структура, которая стала активно рекрутировать в свои ряды граждан разных стран. И, кстати, на территории Афганистана именно в Аль-Каиде появились в том числе и граждане Центральной Азии. И третий этап — это уже вот сейчас мы видим Даиш, это та структура, которая даже некий симбиоз сделала, нечто взяла от движения Талибан, пытаясь создать некое государственное образование на территории Сирии и Ирака, и взяла что-то от Аль-Каиды, в частности ее транснациональный характер. Там граждане свыше 70 государств в рядах ИГИЛ. Естественно, что это вызывает очень большую озабоченность у международного сообщества и, конечно, и Республики Казахстан, потому что наши граждане, к сожалению, тоже принимают участие в боевых действиях на стороне этой организации. И здесь нужно учитывать очень важный момент, что в борьбе с терроризмом линий фронта нет. Все мы являемся участниками этой войны. И, к сожалению, эта организация — это как волк в овечьей шкуре. Главная ее задача — это как ловца душ искать эти души среди униженных, оскорбленных, среди тех людей, которые пытаются найти себя в этом мире, особенно если речь идет о каком-то религиозном самопознании. И естественно, что первая цель этой организации — это молодежь. Относительно джихада, джихад в переводе с арабского переводится как усердие,
усилия. Очень много видов джихада есть. Джихад не является синонимом понятия война, тем более священная война. В исламе вообще нет такого понятия, как священная война. Аль-Харб, Аль-Мукаддаса не является исламским термином и не обнаружено ни в одном из первоисточников ислама. Джихад есть в Коране великий, джихад в суре Фурхан сказано «Ваджахидхум бихи джихадан кабира», совершай с ними великий джихад посредством Корана, посредством слов, посредством проповеди, посредством информации. Потому что для многих молодых людей, которые уже немного заражены вирусами радикализма, Даиш напоминает некую последнюю модель айфона. Нечто крутое, престижное, модное. И более того, Даиш, по-моему, чем отличается от Аль-Каиды, что она впервые стала использовать рекламу для того, чтобы привлекать в свои ряды именно молодых людей. При этом, если вы посмотрите их ролики, они сделаны очень профессионально, очень постановочно. Если посмотрите их призывы в интернете, видно тоже профессиональная работа рекламщиков, имиджмейкеров. Это как раз является очень опасной ситуацией, потому что, как мы видим, многие молодые люди уходят в социальные сети. И именно там сейчас мы видим именно работу даишек и других радикальных структур, которые пытаются рекрутировать этих людей через разные веб-ресурсы. Группировка «Даиш», деятельность которой запрещена на территории Республики Казахстан, постоянно нуждается в притоке новых бойцов для пополнения своих рядов, пустеющих в результате непрерывных боев. Для этого используется вербовка. Как же происходит вербовка? Главной особенностью Даиш является активное использование соцсетей. Более 80% соответствующих материалов, которые сегодня распространяются в интернете, относятся к деятельности террористических групп, находящихся на территории Ирака и Сирии. Сегодня можно констатировать, что именно при помощи социальных сетей боевикам Даиш удалось завербовать граждан практически из 100 стран мира. И благодаря профессиональной работе вербовщиков, ряды террористов продолжают пополняться. Методика вербовки предельно проста. Вербовщиками активно ведется подготовка и распространение профессиональной видеопродукции, где красочно показывается якобы благополучная жизнь боевиков. В частности, вербовщики распространяют фотографии боевиков на фоне красивых дворцов и машин, иллюстрируя их безбедную жизнь. Основная задача подобных видео – потенциально заинтересовать любопытствующих, втянуть в общение в формате вопрос-ответ. Важно помнить, что все, что проповедуют вербовщики Даиш, это искаженная правда, то есть ложь. Ну, жизнь так потащила, что толкал тачки, ну, деньги маленькие. Там друзья уже по ходу все поднялись, у них там семья уже, все нормуль, там все нормализовалось. А я как-то, дела не идут, в семье тоже очень много проблем, впереди не вижу, что там дальше делать, ничего такого. Ну, как говорят, там нет просвета. Самая большая опасность, которая заключается в таком явлении, как Даиш, оно сводится к простой формуле. В тех местах, где имеются большие социальные или экономические проблемы, как правило, появляются люди, которые призывают решать проблемы современности путем возврата назад, к архаике. И вот, собственно говоря, появление ИГИЛ, или Даиш, как мы его называем, это и есть классическое столкновение современности и архаики. Архаики и модерна. По большому счету, если разбираться в истории, такие вот, это не новое явление. В истории мира уже были периоды и роста терроризма, религиозного радикализма. То есть это такое возвратно-поступательное движение. И противопоставить этому можно только еще большую современность, еще большую актуальность и злободневность. И самое главное, мне кажется, в этом заключается в том, чтобы мы честно и прямо смотрели проблеме в глаза, не отрицали наличие проблем и вместе с тем пытались двигаться вперед. В первую очередь нужно понимать, что главная задача любых ловцов душ – это использовать вас в первую очередь как пушечное мясо. Их не интересует ваше будущее, их не интересует ваше собственное «я». Их главная задача – использовать как инструмент в их политической игре. И Даиш здесь не является исключением. Все подвергайте сомнению, потому что сомнение или сам факт того, что подвергаете все сомнению, это основа любого образованного человека. Поэтому самое хорошее противоядие против любого радикализма – это знание, это образование. Поэтому повышайте свое образование, и тогда вы не станете жертвой в руках тех или иных шарлатанов от религии. Я сам постоянно хожу в мечеть. Ну, для меня это важно. Это в моей жизни так. Я верующий ислама.
И как на мечеть ходишь, народ много там, очень много. И какой-то человек подходит ко мне, говорит: слушай, давай поговорим. Я говорю: давай поговорим. И с ним разговаривали, он, ну, хорошо говорит по нашему исламу, все правильно. Вещи такие говорит хорошие. И он мне понравился. Потом дальше заобщались с ним. Общались, он телефон взял туда-сюда, там, все такое. Потом как-то звонит: давай, приходи на встречу. Я пришел, с ним разговаривал, он говорит: я тебе могу жизнь поменять. Я говорю: как ты меня можешь жизнь поменять? Он говорит: есть такая Сирия, там ради Аллаха надо за нашего Аллаха повоевать, за нашу веру повоевать. Ты заработаешь деньги, ты можешь потом любые города посмотреть. Можешь жену туда привезти, семью привезти туда. Слушай, так хорошо говорил, мне так понравился. Он за нашу веру такие хорошие слова говорил. Я был полностью с ним согласен. И за это я только решился, что я поеду в Сирию. И я поехал туда. В суре Бакара сказано: «Ла икраха фиддин». Воистину запрещено принуждение в религии. В исламе нет принуждения. Буквальный перевод этого аята. Ислам предоставляет свободу вероисповедания. В Коране помимо этих аятов есть аят: «Фаман шаа минкум фалью'мин, ваман шаа минкум фальякфур». Кто из вас желает, пусть уверует, а кто из вас желает, пусть остается в неверии. Вот такие аяты, они говорят о том, что в исламе нет принуждения. В суре Кафирун, последняя аята сказано, в последнем аяте сказано: «Лякум динукум валиядин». Вам ваша религия, мне моя религия. Вот такой принцип имеется в исламе. Относительно людей Писания, пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: тот человек, кто нанесет вред человеку другой веры, муахиду, который живет в мусульманском обществе, тот не почувствует даже запаха рая. В этой связи запрещено в исламе убивать, причинять вред, унижать, оскорблять представителей других религий. Ну, сначала мы поехали в Пальмиру, у нас араб, там инструктор араб был. Хороший человек, в принципе, он все рассказывал, все показывал, нас вез. И вот эта база был прямо где Пальмира, там недалеко, где-то 6 километров, наверное. Там с нами ребята были, где-то 150 человек где-то было общий. И я когда этот город видел, красивый город, а почему-то там история такой, ну, видно, что древний город такой. И много вот это все памятники сломали там, что-то взорвали. Я думаю, арабу говорю: а что так памятники все такие сломанные? Зачем столько лет это все стояло? Он говорит: слушай, у нас правильный ислам, это нашей вот этой религии, он не соответствует, он не такой, говорит, совсем другой. Ну, я так головой кивнул, поехали. Потом, когда мы дальше там были, и мы тренировались на этой базе, я видел это. Ну, я смотрю, ребята, они все это продают, хорошие деньги на этом делают. Исторические вот эти вещи всякие продают. А потом смотрю, то, что они не могут увезти, они просто его взорвал, и все разрушил. То, что они на себе же не могут эти ребята унести. Для привлечения молодых людей вербовщики активно размещают сцены удачных боевых действий, целью которых является пропаганда военного образа жизни, героизм боевиков, призыв бороться за свои идеалы с оружием в руках. По сути, молодежи дается установка: не будь пассивным, вступай в наши ряды и стань нашим братом. Первоначальная цель вербовщиков – изоляция человека от близкого окружения и социума в целом. Путем давления на личность они вынуждают человека отказаться от всех прежних контактов и отношений, которые могут помешать его обработке и вовлечению в ряды террористов.
Вследствие подобной целенаправленной обработки происходит подмена наиболее близких человеку людей – семья, друзья и коллеги – на духовных сестер и братьев, которым нужна помощь. Подобные факты вербовки молодых казахстанцев уже есть в практике. Вследствие такой обработки обманутые молодые люди выехали в горячие точки для участия в террористической деятельности. Таким образом, вербовщики Даиш занимаются тем, что призывают людей заниматься деятельностью, преступной не только с точки зрения ислама, но и запрещенной в Республике Казахстан, уголовно преследуемой государством. Самое большое противоречие, которое заключается в идеологии Даиш, оно сводится к простой формуле. Даишевцы говорят, мы выступаем против западной глобализации. Мы не хотим, чтобы весь мир был глобализован по-западному. Но при этом предлагают свой формат глобализации. То есть они говорят, не надо быть такими, как Запад. Но при этом говорят, все должны быть похожими на нас. То есть вместо глобализации западной они предлагают глобализацию, ну скажем так, псевдоарабскую. При этом они отрицают национальную историю, национальный язык, культуру, традиции. Всю сумму такого пережитого и нажитого многими поколениями наших отцов. При том, что они зачастую пропагандируют такие вещи, допустим, говорят, что мы были плохими мусульманами или являемся плохими мусульманами, ну, что является абсолютно, мне кажется, ересью. Казахи, ну, как по мнению и многих и путешественников, и историков, и культурологов, и религиозных деятелей, всегда были хорошими мусульманами, которые сумели сделать уникальный синтез религии и культуры, религии и традиции. И этим мы, собственно говоря, славились в наших краях, в наших Палестинах. Что можно этому противопоставить? Мне кажется, можно противопоставить только одно. Надо быть самими собой, надо очень хорошо знать собственную историю, собственную традицию, собственный язык, культуру. Надо уважать тот путь, который проделали наши предки, чтобы мы жили сегодня, оставались самими собой. Мне кажется, это ключевое. Потому что люди, которые воспитаны в национальной культуре, национальной традиции, которые уважают свою историю, они никогда не поддадутся защищать какие-то эфемерные ценности в Сирию, либо еще куда-то. По характеристике современных мусульманских ученых, идеология Даиш является хариджитской, является крайне такфиристской, запрещенной в исламе. Их деяния, их поступки, их убеждения ставят их вне ислама. Они наносят огромный вред самой религии исламу. В первую очередь очерняют сам ислам, демонизируют мусульман. Вот. Кроме этого, идеология Даиш запрещена на территории Республики Казахстан, она запрещена во многих мусульманских странах. Печально известные события у нас в Казахстане, в городе Актубе, которые случились в этом году, подтверждают взаимосвязь между усилиями радикальных идеологов из той же Сирии и событиями на нашей земле, потому что по данным следствия, по результатам расследования, есть информация о том, что группа Дмитрия Тандатарова, совершившая это преступное деяние, накануне своих преступлений прослушивали запись на квартире некоего Абу Мухаммада Аднани, некоего шейха, который на русском языке 22 мая выпустил в эфир свое обращение, казахстанцам в том числе, где он как раз призывал к активным действиям против государственных структур и, что самое опасное, еще и против мирного населения. Молодым людям надо понимать, что преступления подобного рода, которые совершены у нас, допустим, в Актубе, это прежде всего терроризм квалифицируется, и государство будет реагировать адекватно на такие проявления. И надо любому молодому человеку понимать, что мы живем в правовом государстве, и любые действия преступного характера, связанные либо с религиозным экстремизмом или терроризмом, будут жестко пресекаться. И самое главное, что народ Казахстана, гражданское общество, все, я думаю, единодушно стоят на той позиции, что терроризм у нас не пройдет. Вернувшиеся из Сирии привлекаются в основном по двум статьям – участие в вооруженных конфликтах или военных действиях и наемничество, что влечет за собой сломанную жизнь и длительный срок заключения. Расплата, как правило, неизбежна.